Здравствуйте! В эфире выпуск новостей, в студии Анастасия Маслова. Коротко о главном. Открытый разговор. Пассажиры-перевозчики задали наболевшие вопросы сотрудникам мэрии. Готовы всегда прийти на помощь. 12 мая свой профессиональный праздник отмечают медицинские сестры. Быстрее, выше, сильнее. В Туве прошли чемпионаты и первенство по пожарно-прикладному спорту. Об этом не только подробнее. Проблемы общественного транспорта обсудили на встрече представители пассажироперевозок и городской мэрии. И, надо сказать, разговор получился откровенным и горячим. Поднимались такие вопросы, как повышение тарифов, работа инспекторов ГИБДД и прочее. Мнения и предложения всех сторон выслушала моя коллега Диана Баян-Багус. В течение 5 лет тариф не поднимается. Почему вчера, я считаю, собрался вот этот стихийный митинг? Люди устали. Пассажироперевозчики не скрывают недовольства. Бригадир 3-го и 14-го маршрута несколько раз подавала пакет документов о повышении стоимости проезда для пассажиров в службу по тарифам Тувы. Каждый раз ей приходил отказ. Служба по тарифам нам одобряет, Министерство финансов пишет нам письмо. В связи с бедностью нашего населения мы не можем нам поднять этот рубль или два. Понимаете? 2 раза я ходила, и нам отказывают. 8 раз поднимали цены. И никогда не было такого, чтобы все, высунув язык, бросили работать и начали бегать, как женщина говорит. Нет, ну мы же там. Да еще начинается что? Ты мне вот с 3 магазинов, с 5 шиномонтажек собери. Это что, куда горится? Что это такое? Давайте, я готов раз в декаду с вами встречаться и решать вопросы, но только решать их, а не так, что поговорили, значит, разошлись и опять ничего не делаем. Через месяц встречаемся, опять ничего нету. Ну, в самом деле-то, какие проблемы-то? Представитель службы по тарифам Республики Мира Тимирол ссылается на 225-е постановление правительства республики от 2008 года, согласно которому хотя бы 15% предпринимателей из всех 800 должны сдать необходимые документы, обосновывающие повышение стоимости за проезд, согласно которому ведомство и рассчитает себестоимость тарифа. 240 человек должны обратиться, чтобы подняли 1 рубль. Но считаю, это абсурдно. Это, как выяснилось, не единственный наболевший вопрос пассажироперевозчиков. На встрече каждый мог выразить свое мнение. Один из бригадиров вспомнил случай, произошедший 4 мая, когда был снят с рейса и задержан водитель маршрута Сема. Водителя, взяли. То есть, получается, ГАИ сам не остановил. Он 50 метров остановил, как ГАИ увидел. Инспектор прибежал, поймал водителя. Он даже не сопротивлялся, ничего. Его посадили за перегруз. Во-первых, они должны были доказать его, что он вез перегруз. Взяли его, осудили, спецприемник еще посадили на 13 суток. По данному делу начальник управления ГИБДД Тувы Андрей Светышев ответил, что как инспекторы пресекали нарушения ПДД, так и будут пресекать. Водители все равно будут обязывать ездить как полагается. Тогда бригадиры озвучили мнение, что хотят уже перейти на пазики. Автобусы с местами более 30 человек. Штрафы из-за перегрузов изрядно бьют по карману предпринимателям. Андрей Светышев поддержал эту идею. Меня больше интересует, конечно, когда привлекают за нарушение правил проезда на красный сигнал светофора. Значит, остановка во 2-м ряду для посадки и высадки пассажиров, когда они через первую полосу перебегают и подвергают себя опасности. Вот. Остановка на пешеходных переходах, где вы там подбираете пассажиров, и когда из-за стоящей газели пешеход выходит, попадает под колеса. Я нацеливаю инспекторов больше на выявление этих нарушений. Продолжая обсуждение проблемы перегрузов в общественном транспорте, бригадиры предложили после 7 вечера поднять стоимость проезда до 20 рублей. Итогом встречи стало то, что из всех 26 маршрутов каждый должен сдать по 1 пакету документов в службу по тарифам Тувы с просьбой поднять тариф на проезд в маршрутном такси. Справка. За неделю сотрудниками госавтоинспекции проверено более 170 маршрутных пассажирских «Газелей» и автобусов. Из них более 80 водителей привлечены к административной ответственности за перегруз. Уважаемые участники дорожного движения, госавтоинспекция призывает вас к строгому соблюдению правил дорожного движения, проявлять уважение друг к другу и быть терпеливыми на дорогах. Вопрос поднятия тарифа на проезд в маршрутном такси остается открытым. Участники собрания договорились, что следующая встреча состоится через месяц. Диана Баян-Багус, телекомпания «Новый век».
Минздрав Тувы в рамках ведомственного проекта «Доступные лекарства» планирует в этом году создать в Кызыле производственную аптеку и открыть аптеки в фельдшерско-акушерских пунктах труднодоступных сел в районах республики. На сегодняшний день получена лицензия на фармацевтическую деятельность ФАПа в Мангун-Тайгинском районе. Между тем, в столице Тувы идет подготовка помещений под производство лекарственных препаратов в здании Центра сертификации и контроля качества лекарственных средств по улице Аюна-Курсети, дом 71, там, где ранее размещалась аптека управления. Специализированная медицинская организация будет заниматься изготовлением, фасовкой, анализом и продажей лекарственных средств. Продукция будет конкурировать с заводскими медицинскими средствами за счет оперативности и бесперебойной поставки медикаментов, возможностью изготовить с учетом индивидуальных особенностей пациента и более низкими ценами почти на 30%. Также аптека будет заниматься производством лекарств по рецептам врачей, по требованиям медицинских организаций для последующей реализации. Минздрав Тувы совместно с центральными районными больницами проводит работу по получению лицензии на фармацевтическую деятельность фапами еще в 7 муниципальных образованиях. И о курсах валют: доллар стоит 57 рублей 12 копеек, а евро 62 рубля 16 копеек. Около 1500 литров видоводочной продукции и спиртосодержащей жидкости изъяли полицейские из незаконного оборота в рамках операции «Алкоголь». Стражи порядка проверили 103 объекта розничной торговой сети, в том числе так называемые адреса, с которых осуществлялась незаконная продажа спиртного. По результатам проведенных проверок в отношении правонарушителей составлено 82 административных протокола. Кроме того, к административной ответственности привлечено 5 индивидуальных предпринимателей, допустивших нарушение правил продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции. На автодорогах республики выявлено и пресечено 3 факта перевозки алкогольной продукции общим объемом 708,5 литров без документов, подтверждающих легальность спиртного, а также без маркировки федеральными специальными марками. В настоящее время оперативными сотрудниками устанавливаются поставщики данной нелегальной продукции, а образцы изъятого алкоголя направлены на исследование в экспертно-криминалистический центр МВД по республике Тыва. По результатам проведенного исследования будет решаться вопрос о возбуждении уголовных дел. Сейчас реклама, она пройдет быстро, не переключайтесь. Увидел? Понравилось? Купил! В РБТ.ру, приобретая 3 предмета бытовой техники и более, вы получаете скидку 10% на весь комплект. РБТ.ру. Как быть, если срочно нужно квартиру, дачу купить или по кредиту меньше платить? Банки процентом не балуют, а какие-то вообще не жалуют. У нас есть решение. Кредит под залог от Восточного. Хорошее предложение. 8 800 100 ровно 7100. ПАО КБ «Восточный». Фестиваль водных фонариков в Кызыле 12 и 13 мая. Национальный парк без возрастных ограничений. Всероссийский фестиваль красок в Кызыле 13 и 14 мая. Национальный парк без возрастных ограничений. Это новости, мы снова в эфире. 12 мая во всем мире свой профессиональный праздник отмечают медицинские сестры. Этот праздник отмечается в день рождения одной из знаменитых англичанок Флоренс Найтингейл, которая во время Крымской войны организовала первую в мире службу сестер милосердия. В России же День медицинских сестер начали отмечать с 1993 года. Так, сегодня есть повод еще раз поблагодарить и поздравить представительниц одной из самых гуманных профессий. Шалбана Самбу работает медицинской сестрой более 20 лет. Сразу после окончания Кызыльского медицинского училища устроилась в Республиканскую детскую больницу в отделение патологии новорожденных. По ее словам, выбор места работы был определен изначально. Дети как бы не капризные, не сильно капризные, можно их уговорить. Но пришлось мне выбрать именно вот патологию новорожденных. Когда я пришла на практику, мне именно вот здесь в отделении понравилось. И коллектив был хороший, и дети такие маленькие, прям у меня ребенок был тогда новорожденный. И как-то сердцем больше сюда притянуло меня. Шалбана Самбу первое время работала постовой медсестрой, но с 2010 года стала процедурной. По словам коллег и врачей отделения, она никогда не откажет в помощи. Несмотря на то, что сама воспитывала 2 детей, ни одного маленького пациента не оставит без внимания. Постовые сестры все обладают техникой внутривенных инъекций, внутримышечных инъекций. Просто у некоторых это получается очень хорошо, у других не очень. Но вот у Шалбаны Карауловны получается очень хорошо. Она практически с первого раза попадает у нас в вены. За 27 лет работы в отделении патологии новорожденных было много тяжелых моментов. Дружный коллектив отделения, любящие муж и дети всегда поддерживали ее.
После долгого рабочего дня смотрю на детей, и настроение поднимается. А в памяти всегда остаются те моменты, когда малыши выздоравливают, признается Шалбана Самбу. Когда нам поступил ребенок 600 грамм, и мы его я тогда как раз работала на втором посту, постовой медсестрой, и выходили эти ребенка. И когда позвонили родителям, они еще отказ написали, точно не помню, но они уже приехали и были так удивлены, что ребенок выжил. И для нас было такое счастье. Работа с детьми, особенно с новорожденными, всегда требует особой кропотливости, чем и обладает Шалбана Самбу. Ведь она посвятила больше половины своей жизни здоровью детей. Так, в 2011 году она защитила свою высшую квалификационную категорию медицинской сестры и расставаться в данный момент со своими пациентами не готова. Когда благодарят, конечно, стимул тебя поднимается, хочется работать еще. Свой профессиональный праздник Шалбана Самбу планирует отметить в кругу своего дружного коллектива. Ведь именно они на протяжении всего срока лечения малышей непосредственно работают с пациентами. Иногда ночами не спят, переживают вместе с родителями и радуются, когда уже выписывают пациентов. И в этот праздничный день она желает, чтобы все дети на земле были здоровыми. Чинчисан Бугай, Рысхавалу, телекомпания «Новый век». В Туве прошли чемпионаты и первенства по пожарно-прикладному спорту. Всего в соревнованиях приняли участие 17 команд, состоящих из 350 спортсменов, в том числе 190 детей. В прошлом году в соревнованиях по пожарно-прикладному спорту в Туве впервые в состав команд включили девушек и женщин, которые в этом году также участвовали. Во время торжественного открытия соревнований начальник Главного управления МЧС по Республике Тыва, генерал-майор внутренней службы Андрей Назаров пожелал всем честного состязания, рекордов и победы сильнейшей команды. Участники команд соревновались в следующих дисциплинах: преодоление 100-метровой полосы с препятствиями, подъем по штурмовой лестнице на 2 и 3 этажи учебной башни. А во второй день соревнований спортсмены продемонстрировали навыки развертывания пожарной техники и показали командную работу на пожарной эстафете. Приближается сезон отпусков. В связи с этим пограничное управление ФСБ России по Республике Тыва напоминает: для проезда в пограничную зону необходимо при себе иметь документ, удостоверяющий личность, и пропуск. Для ведения хозяйственной, промысловой и иной деятельности необходимо оформить специальное разрешение. В пограничной зоне без пропусков могут находиться только граждане России, имеющие регистрацию по месту пребывания или месту жительства, расположенному в 5-километровой полосе местности вдоль государственной границы. Желающие оформить пропуск в пограничную зону для летнего отдыха, в том числе на озере Торихоль, могут обращаться в пограничное управление уже сейчас, не дожидаясь летнего периода. Подробную информацию можно получить в пограничном управлении ФСБ России по Республике Тыва по адресу город Кызыл, улица Дружбы, дом 42А или по телефону 9 82 46. Сейчас новости короткой строкой. В столице стартовал ежегодный городской конкурс «Цветущий Кызыл». Срок приема заявок до 20 июля. По положению участниками могут стать организации любых форм собственности, индивидуальные предприниматели, управляющие компании, ТСЖ, трудовые, творческие учебные коллективы, инициативные группы жителей многоквартирных домов, а также жители Кызыла. Конкурс проводится по нескольким номинациям. Победители и призера «Цветущего Кызыла» наградят ко дню города. Глава МЧС России Владимир Пучков заявил об отмене режима чрезвычайной ситуации, объявленного ранее в Сибирском федеральном округе из-за многочисленных лесных пожаров. Спасателям удалось стабилизировать ситуацию за счет наращивания группировки сил и средств по тушению пожаров и защите от них населенных пунктов Сибири. Вместе с тем, по мнению главы МЧС, в регионах должны быть готовы в любой момент к возвращению особого режима. Из-за погодных условий обстановка может снова ухудшиться. В Туве сроки навигации 2017 года установлены в период с 15 мая по 1 ноября. В межнавигационный период выход на воду запрещен. Как пояснили в ГИМС, исключение в это время года предоставлен только специальным судам, которые осуществляют правоохранительные, контрольно-надзорные, спасательные и природоохранные функции. Остальные владельцы судов, нарушившие эти правила, могут быть оштрафованы на сумму от 500 до 1000 рублей. В этом году в республике стартует проект «Финансово грамотная Тува», в рамках которого предполагается создать систему финансово-экономического ликбеза для населения. Одним из инструментов деятельности в рамках проекта станет Центр финансовой грамотности, который откроется в июне. Центр будет вести информационно-разъяснительную работу по финансам, консультировать жителей как очно, так и в онлайн-режиме. В Туве объявлен конкурс творческих работ среди предпринимателей об их семейном бизнесе. Мероприятие проводится в рамках фестиваля бизнеса в Республике Тыва, приуроченного ко Дню российского предпринимательства 26 мая. Основная цель – популяризация вклада семей предпринимателей в экономику республики и возрождение династических традиций в этой сфере деятельности.
завершение выпуска о погоде. В ближайшие сутки в Кызыле ожидается переменная облачность, возможен дождь. Температура воздуха ночью плюс 10, плюс 12, днем плюс 20, плюс 25. Ветер 3-5 метров в секунду. Местами по республике Тыва ожидаются порывы ветра до 12-17 метров в секунду. Пыльная буря, местами возможна гроза с градом. Атмосферное давление 707 миллиметров ртутного столба. На этом у меня все. Далее в эфире программа «Скажем, покажем». Спасибо за внимание. До свидания.